Феде, Амафарте, Амашахда Гуденомел. Аминь. Наблюдая события наших дней, все мы все больше осознаем, что живем в мире трагическом, в мире, где происходит очень много страшного. И если мы будем вдумчиво вглядываться в то, что происходит, то становится ясно, что сейчас мир пожинает плоды всей человеческой неправды, совершившейся в течение многих десятилетий и даже столетий. Неправды, с которой наши предки мирились. Неправды, с которой и мы легко миримся, пока она не выливается гневом на нас самих. Мы с печалью и ужасом думаем о войне, но часто очень спокойно относимся к страшному, бесчеловечному миру, который предшествует грозе и пролитию крови. А ведь каждый из нас несет ответственность за все страшное, что происходит вокруг. Никто пусть не говорит «я ни при чем» или «я жертва», «меня сломили события». Православного не может сломить ничто. Православный никогда не бывает просто игрушкой окружающих событий, игрушкой бездушной. В нас живет сила Господня, и если этой силой мы не творим на земле правды Божией, то мы подобны той соли, о которой Христос сказал, что если она потеряет соленость, то ни на что больше она не пригодна, как только выкинуть ее на попрание псам. И таковой мы очень часто бываем. Мы часто замыкаемся в своей среде, стараясь создать уютный мирок, тихую заводь, не замечая, что эта заводь в скором времени делается болотом. Мы не можем перед лицом происходящего снять с себя ответственность, которую несем вместе с теми, кто жил до нас и чьей плотью и кровью мы являемся. Не можем мы также рассчитывать на то, что Господь нас защитит и убережет. Не для того Он создал церковь, чтобы она стала замкнутым, трусливым обществом людей, которые прячутся под Божье крыло. Христос создал церковь для того, чтобы люди, облеченные Его Духом, вошли в жизнь и ценой своей жизни, своего страдания и трудов, своей смерти создавали из поколения в поколение новый мир, где бы царствовала Божья правда и Божья любовь. Недостаточно, чтобы мы только знали Писание. Нам надо помнить, что своим ученикам, посылаемым в жизнь, в языческий, жестокий мир, Христос сказал, что Он их посылает, как овец среди волков, для того, чтобы они остались непричастными неправде, злости, безбожию мира, но одновременно для того, чтобы они вошли в этот мир с огненной любовью, с готовностью жертвовать собой, силой человеческого духа, со всем смирением перед спасающей Божьей волей. Каждый из нас должен стать горящей свечой в этом мире. Осуждать мир не наше дело, потому что мы несем за него большую ответственность, чем те, кто творит неправду. Кому много дано, говорит Господь, с того много и спросится, а нам дано очень много, и спросится также очень много. О других же Христос молился на кресте: «Прости им, Отче, ибо не ведают, что творят». Если мы не живем духом любви по отношению к окружающему нас миру, мы,
вне Христова Духа. И нам нечего обманываться. К нам тоже отнесутся слова Спасителя. Не всякий, говорящий мне «Господи, Господи», войдет в Царствие Небесное. Войдут те, кто будет творцами спасительного слова милости, прощения и любви. Наш сегодняшний мир для многих страшен, и они со страхом живут, укрываясь от него. Этим мы не укроемся от суда Божьего. Мы должны жить трудом и молитвой, но всегда в духе Христова милосердия и любви. Жить во имя спасения мира. Вот что перед каждым из нас стоит неумолимым заветом Господним. Поэтому соберем не только все силы нашего духа, которых может оказаться очень мало, но и все крупицы веры, которые в нас есть, и предадимся в руки Божии. Пусть Он нами творит свою волю. Но будем помнить, что она, воля эта, будет всегда сотворена с нашим участием, что мы должны принести жертву для того, чтобы кто-то другой получил прощение и новую жизнь. И это как в широком масштабе, так и в масштабе самых простых, обычных наших отношений. Аминь.